Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. В селе Титабя Хангаласского района восстанавливает работу котельной после пожара. Ее кровля загорелась ночью. В течение дня планируется восстановить перекрытие котельной, произвести ремонтные работы оборудования и запустить котельную в рабочий режим. Об этом сообщает пресс-служба ЖКХ Якутии. Возгорание ликвидировали в течение часа силами местной пожарной части. На место инцидента из Покровска выехала аварийно-восстановительная бригада. Огнем повреждена кровля и стены здания площадью около 25 квадратных метров. Котельная обеспечивает централизованным теплоснабжением фельдшерско-акушерский пункт села и четырехквартирный одноэтажный дом. Причины происшествия на данный момент устанавливаются. Котлы не пострадали. В здании медицинского учреждения установлена тепловая пушка, в квартирах обогреватели. Прокуратура Хангаласского района в связи с произошедшим 22 января 2019 года пожаром в котельной амбулатории, расположенной в селе Титабя Мо-Жимконский первый наслег и состоящей на балансе Хангаласского филиала ГУП ЖКХ по Республике Саха-Якутия, организована проверка соблюдения законодательства о теплоснабжении и противопожарной безопасности. В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие возгоранию на объекте теплоснабжения, а также дана оценка действиям и бездействию должностных лиц по обеспечению соблюдения обязательных норм и правил при эксплуатации источника тепловой энергии. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики. В Якутии растет уровень нелегальной миграции. Об этом сообщает Управление по вопросам миграции МВД России по Якутии. За 2018 год за пределы России выдворено 394 иностранных гражданина. На 20% возросло количество уголовных дел в сфере миграции на территории Якутии. Кроме того, на 125% возросло число преступлений за фиктивную регистрацию по месту жительства. Всего на миграционный учет в Якутии поставлено 73 279 иностранных граждан. В том числе зарегистрировано по месту жительства 4238. Поставлено на учет по месту пребывания 69 041 человек. Мошенники обманывают людей по телефону. Так, за прошлую неделю в Якутске зарегистрировано 3 случая мошенничества. Одной из потерпевших позвонил мошенник, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков страны. Он сообщил, что у нее была обнаружена попытка взлома личного кабинета и снятия денег с банковского счета. Чтобы защититься, звонивший попросил ее назвать реквизиты 2 банковских карт и коды подтверждения, которые пришли в СМС-сообщениях, что женщина и сделала. В результате с ее карт были сняты денежные средства в общей сумме 119,5 тысяч рублей. Второй жертве позвонил якобы представитель Пенсионного фонда России. Он пояснил, что ей положена выплата накопительной части в размере 26 тысяч рублей. Для немедленного перевода денег он попросил продиктовать данные карты и код подтверждения. Женщина выполнила указания звонившего, и мошенники сняли с ее счета 96 425 рублей. Еще одна жертва собиралась оформить кредит. Ей позвонил лже-кредитный эксперт одного из банков страны. Он сообщил, что ей одобрен кредит на сумму 405 тысяч рублей, и для его получения ей необходимо произвести оплату за страховку, открытие транзитного счета и курьерскую услугу. Женщина согласилась на указанные условия и перевела в общей сумме около 57 тысяч рублей на счет, продиктованный злоумышленником. Бывший хирург Омиконской центральной районной больницы предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии. Бывший хирург обвиняется в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, обвиняемый, являясь врачом-хирургом, обладая необходимыми специальными познаниями, причинил по неосторожности смерть одному из своих пациентов вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей в ноябре 2016 года при проведении оперативного вмешательства, допустив существенные недостатки в оказании медицинской помощи, приведшие к смерти больного. В Нерингринском районе Якутии на реке Чульман спасли замерзающих рыбаков. 3 мужчин на машине Нива застряли в Нальде посреди реки Чульман. По сообщению службы спасения Якутии к ним обратилась гражданка с просьбой о помощи в поиске супруга. 19 января мужчина с 2 друзьями уехал на рыбалку. 20 января он вышел на связь и сказал, что машина застряла в Наледе, пытаются выбраться своими силами. После этого связь оборвалась. Несмотря на то, что рыбаки промокли и их одежда обледенела, они отказались от госпитализации и медицинской помощи. Ограбил спящего. Мужчина в Якутске украл кольцо у уснувшего посетителя бара. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Оперативники задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый безработный 30-летний местный житель. По сообщению пресс-службы МВД Якутии выяснилось, что компания мужчин распивала спиртные напитки в одном из баров Якутска. Подозреваемый, увидев уснувшего за другим столом мужчину, заметил на руке золотое кольцо и решил похитить.
Убедившись, что мужчина спит, злоумышленник снял с пальца потерпевшего ювелирное изделие, намочив палец. Затем подозреваемый сдал чужое имущество в ломбард за 3200 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленники пытались вывести золото с территории золотодобывающего предприятия. Об этом сообщает МВД по Якутии. Фабрика расположена возле поселка Югоренок Усть-Майского улуса. Два внедорожника, в салоне которых находился драгметалл, полицейские остановили на 6-м километре дороги Эльдикан-Солнечный. Трое жителей Забайкальского края, находившиеся в автомашинах, были допрошены в качестве подозреваемых. Установлено, что, прибыв в Якутию, мужчины проникли на территорию одного из золотодобывающих предприятий, деятельность которого была приостановлена на зимний период. Злоумышленники организовали сбор золотосодержащего концентрата с помощью совков, электроинструмента, а также кислоты для проведения анализа. Погрузив мешки с концентратом в автомобиле, троица была намерена покинуть территорию республики, чтобы реализовать похищенное. У мужчин изъяли 8 мешков с золотосодержащим концентратом, общая масса около 300 килограммов. По результатам экспертизы установлено, что в изъятом концентрате содержится 163 грамма золота, стоимость которого составляет более 550 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Золотодобытчикам грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.